Всем привет, и с вами Алина Гарченко. И сегодня я расскажу про отель Мираж Парк. Отель находится достаточно недалеко от аэропорта Анталья, всего час езды. Отель Мираж Парк Резорт по рейтингу входит в десятку самых популярных. Дороговато, но оно того стоит. Прекрасный сервис, есть русскоязычный и очень вежливый персонал. Отдых с детьми прекрасно удовлетворит все ваши требования. По уровню сервиса все супер включено. Номера удобные, с видом на море и горы по вашему выбору. Кондиционер, телевизор с русскоязычными каналами, тихий район. Выпивка на территории отеля любая, но среднего качества, как и везде в Турции. Зато практически все бесплатно. Неплохое пиво, питание для европейцев. Разнообразный выбор блюд, в том числе фруктов, овощей и рыбных. К питанию мы отдельно вернемся в конце ролика. Очень хороший видеообзор есть. По территории она обширная, зеленая, огромная. Несколько бассейнов, в том числе и детский. Для них всегда бесплатное мороженое. Есть свой аквапарк. В отеле и зоне отдыха много баров, в том числе и на пирсе, площадки для детей. С лежаками проблем нет. Хочу отметить также, что в отеле очень хорошая анимация, есть детский клуб. Детям очень нравится, там с детьми играют, устраивают конкурсы, рисуют, ходят на море и ездят на экскурсии. По территории отеля всегда ходил заводной аниматор. Аниматоры в бассейне каждый день проводили развлекательные соревнования, гимнастику в воде и поло. Каждый вечер детская дискотека, где дети танцевали, пели, а под конец было награждение тех деток, которые своими руками в мини-клубе делали какие-то поделки. После детской дискотеки или концерт в виде выступления акробатов, танцоров или взрослая дискотека. В отеле есть также прекрасный спа, кроме того, можно уединиться в парковой зоне, где растут сосны и пальмы, висят гамаки. По утрам тут проходит и зарядка, и йога. Также там есть мини-кафе, где пекут турецкие очень вкусные лепешки, которыми можно перекусить, запивая айраном из холодильника. Дома вообще я айран не пью, но тут он очень вкусный. Далее, за парковой зоной есть мини-зоопарк. Птички, рыбки, по территории бегают кошки с котятами, в мини-зоопарке у них есть свой домик и миски с кормом. Также недалеко есть Мия Каза бар. Тут хорошо посидеть вечером, выпить коктейль, покурить кальян. А днем на территории этого бара можно походить по мини-магазинам с принадлежностями для отдыха и сувенирами. Также заглянуть в кондитерскую или зайти в фотостудию и заказать фотосъемку. Кстати, она не дешевая, но она того стоит. На экране сейчас видео потрясающей анимации, потрясающее шоу-представление в отеле. Супер! Теперь подробно рассмотрим питание прошлого года, так как в Турции я была исключительно в прошлом году, в этом году еще не добралась. Но коллеги уже были и говорят, что питание осталось в том же объеме, совершенно, практически все те же самые блюда, только добавили стеклянные перегородки, и персонал вам сам непосредственно накладывает в том количестве совершенно, в котором вы сами пожелаете. Когда все включено и очень вкусно готовят, домой привозишь лишние килограммы. Больше всего нравится шведский стол именно в основном Олимпос ресторане. Это большой зал в здании, это дополнительный зал террасы, который делали то открытым при жаре, чтобы кондиционер работал, то открывали стеклянные стены и крышу вечерами. Это куча столиков еще и вокруг его. Мест всегда хватало, неважно, пришли ли вы в начале обеда, ужина, завтрака или опаздываете.
Первое блюдо – это единственное, что не понравилось, но видно, этого много в отелях. Суп один раз пробовали и больше не стали. Зато гарниры, салаты, мясо, рыба, сладости – все очень-очень вкусно. Почти каждый день был тематический ужин на территории всего ресторана, но уже с улицы выставляли столы, где стояли повара, и показательно в соответствии тематики вечера нарезали огромные бараньи куски мяса, индейку, ребра, подавали плов или пасту, фаршированные перцы и многое другое. Все это было в облаке ароматов, сопровождалась музыка, создавая некую специфическую атмосферу, когда мимо пройти точно нельзя. Кроме того, к столику всегда мог подойти официант и предложить что-то выпить. На завтрак можно съесть и хлопья с молоком, и кашу, и омлет, и блинчики, многое другое, все стандартно. От большого изобилия и выбора часто было проблемой что-то выбрать. И то хочется, и то, и то, и то. В общем, питание в отеле однозначно хорошее. Кофе. Для меня очень важно, чтобы кофе был нерастворимым. Как на барных стойках, так и на самообслуживании в ресторане. Везде автоматы с зерновым кофе. Это прекрасно. Вода. Очень важный момент. В Mirage Park Resort она есть везде. Почти на каждом шагу стоят холодильники, всегда полной или полуполной бутилированной водой. И это огромный плюс. Хочу еще добавить, атмосфера также зависит от окружающих людей. Отдыхающих было много из СНГ и Германии, а также других стран. Никто никого не напрягал, не устраивали дебош, все культурно отдыхали и радовались жизни. В основном персонал весь говорит по-русски, кто-то хуже, кто-то лучше. Все доброжелательные и все приятные. По поводу интернета, Wi-Fi есть бесплатный по всей территории отеля, но он, как и везде, в принципе, в Турции медленный и слабый сигнал местами. Поэтому можно докупить на ресепшн быстрый Wi-Fi. Что касается посмотреть недалеко, за территорией отеля, неважно в какую сторону пойдешь, недалеко есть базарчики и магазинчики, где можно дешевле купить и сувениры, и пляжные принадлежности. Больше всего на базаре понравились магазинчики со сладостями. Рахат лукум, халва, пахвала. Все очень ярко на вид и очень вкусно. Перед покупкой той или иной сладости всегда можно попробовать. Хочу также отметить, что заполняли холодильник напитками в номере каждый день. В напитки входит, как обычно, 2 сока, 2 бутылки колы, 2 бутылки фанты или спрайта, 2 бутылки пива, 2 бутылки минеральной воды.
Сладости также в изобилии, все очень-очень вкусное. Хочется сразу попробовать, просто вау. Со сладостями это да. Посмотрите только, один вид завораживает. Плавно перейдем на улицу. Тут у нас изобилие фруктов, кроме сладостей, еще и фрукты здесь есть. Бананы, яблоки, черешня, арбузы. В общем, есть все. Есть все. Это действительно праздник живота. Да, действительно, все супер, все понравилось. Спасибо большое, Мираж Парк. Ну а с вами была я, Алина Гарченко. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!